редком фонде Национальной библиотеки хранится несколько книг, редких, которые имеют отношение к Достоевскому. Прежде всего, это дореволюционное издание его сочинений. Это изданное после 2 лет после его кончины заметки из записной книжки Достоевского, биографии, письма, которые вышли в Санкт-Петербурге в типографии Суворина. 1883 год. В 1894 и 5 годах выходит полное собрание сочинений Достоевского, которое издается как бесплатное приложение к журналу «Нива» за 1894 и 1995 год. В 13 томах это собрание сочинений издает Александр Маркс. И каждый том приходит всем подписчикам очень популярного журнала «Нива», и таким образом творчество Достоевского становится очень популярным и практически доступным каждому читающему человеку. Хорошее издание, много томов у нас их, хорошее издание того же Маркса, уже в такой оригинальной обложке, сохранилось у нас, к сожалению, только в единственном томе. Так же, как и в одном томе сохранилось у нас сочинение Достоевского, изданные уже в 1911 году. В Санкт-Петербурге началось, в Петрограде вот уже 11-й том вышел. Это издание «Товарищество просвещения» в 23 томах, полное собрание сочинений Достоевского. В 1904-1906 годах выходило полное собрание сочинений, подготовленное его второй женой Анной Григорьевной Достоевской, матерью его детей, биографом, автором воспоминаний о своем муже, известный достаточно в среде литературоведов, изучающих творчество Достоевского. У нас несколько томов, в основном дневники Достоевского. Среди современных изданий редкими по Достоевскому, можно сказать, это про миниатюрные и сувенирные издания разных лет. Так, например, издание «Белые ночи», миниатюрное издание, вы знаете, миниатюрное издание – это книги размером не более 10 на 10 сантиметров, которые умещаются в ладошке. Одно из них – это «Белые ночи» Достоевского с рисунками известного художника Добужинского 1973 года. Сувенирные издания – это чуть больше, чем миниатюрные, но такие же изящные, такие же аккуратные, обычно тоже иллюстрированные выдающимися художниками, уже чуть больше, чем 10 на 10 сантиметров, но хранящиеся тоже в нашем редком фонде. Например, книга Достоевского «Куда вошел скверный анекдот» и «Кроткая», его повести с иллюстрациями Юрия Ивановича Чарышникова, известного художника, графика. Все иллюстрации в этой книге сделаны в технике литографии. Изумительные картинки, тоже можно с удовольствием полистать, посмотреть свой взгляд на Достоевского, у этого художника. Приходите к нам читать Достоевского в старорусской орфографии. Кстати, наши читатели очень любят и в последнее время перечитывают дневники Достоевского, потому что они есть только в нашем фонде.